Представьте, вам срочно поступает задача. Вам прислали список чисел, и там полный беспорядок. Нужно быстро разобраться, чтобы не упустить важную информацию. Что делать? Ответ прост. Сортировка. Тема нашего урока – сортировка. Сегодня мы научимся применять алгоритмы сортировки при решении задач на языке программирования Python. Что же такое сортировка? Представьте, что вы пришли в библиотеку. Как среди великого множества книг найти нужную? Достаточно вспомнить, что книги на полках библиотеки обычно расставлены по алфавиту. Дальше остается только найти книжную полку на нужную букву и ориентироваться уже среди них. Или же в классе нужно найти самого высокого и самого низкого ученика, но измерять рост всех учеников слишком долго. Насколько просто все становится, если ученики уже построены в шеренгу по росту. С одного края шеренги будет самый высокий, а с другого – самый низкий. Как удобно искать нужные объекты во множестве, которые уже упорядочены. Процесс такого упорядочивания объектов по какому-либо признаку называется сортировкой. Перейдем к массивам. Под сортировкой элементов массива подразумевается расположение в порядке возрастания или убывания элементов массива. Сортировка осуществляется с помощью перестановки элементов массива различными методами. Рассмотрим метод сортировки данных, который называется пузырьковой сортировкой. Вот перед нами неупорядоченные данные. Чтобы сравнить между собой элементы массива, их нужно перебрать через цикл. На каждой итерации мы будем сравнивать текущий элемент с предыдущим. Если предыдущий элемент оказывается больше текущего, меняем их местами, перемещая тем самым большее значение вправо, а меньшее влево. В итоге после первого прохода максимальный элемент будет находиться на последнем месте в массиве. Он как бы всплывает наверх. Именно поэтому этот метод называется пузырьковой сортировкой. Однако, посмотрев на массив после завершения цикла, мы видим, что он по-прежнему остается неотсортированным. На самом деле, один проход по циклу – это всего лишь одна фаза целого алгоритма, суть которой поставить самый старший элемент массива на свое правильное место в самом конце. Получается, что этот цикл нам нужно повторить столько раз, сколько потребуется для того, чтобы все элементы массива стали на свое место. Когда массив станет полностью отсортирован и представлять будет нечего, то вся функция полностью завершится. Давайте посмотрим, как реализуется алгоритм сортировки на языке программирования Python. Подключаем необходимую библиотеку. Предложим пользователю ввести число n и считаем число n. Создаем массив. Предложим пользователю ввести элементы массива и считаем элементы массива. Выполним сортировку пузырьковым методом. Выведем отсортированный массив на экран. Результат работы программы выглядит следующим образом. Вводим поочередно 7 элементов массива, и программа сортирует их пузырьковым методом. В языке программирования Python сортировка осуществляется также через функцию sorted. Для представления элементов последовательности в обратном порядке используется reverse. Посмотрите, как выглядит фрагмент программы и результат сортировки по возрастанию и убыванию. А теперь предлагаю ответить на вопросы. Что такое сортировка? Правильно, это расположение в порядке возрастания или убывания элементов массива. Какая из перечисленных функций относится к функции сортировки? Правильный ответ – sorted.
Для представления элементов последовательности в обратном порядке используется функция. Правильный ответ – reverse. Сегодня мы открыли суперсилу Python – сортировку данных. Вы научились упорядочивать списки, и теперь любой хаос вам не страшен. Выполните домашнее задание. Создайте список из 7 чисел. Отсортируйте с помощью функции sorted. Оцените свои знания, полученные на уроке по шкале героя. Ученик-мастер. Смогу применить сортировку в любом задании. Помощник по коду. Понимаю с примерами. Новичок-исследователь. Много непонятно, но стараюсь. Зритель. Слушал, но не совсем вник. Спасибо за внимание.